Здравствуйте! Вы смотрите «Якутия в деталях». С вами Яна Бабаева. В настоящее время особое значение для развития городов и сел приобретает формирование комфортной городской среды. Огромное количество людей трудится над тем, чтобы мы, горожане и жители села, чувствовали себя комфортно. При этом в нашей стране, несмотря ни на что, продолжается реализация приоритетных проектов социально-экономического развития. Одним из наиболее востребованных проектов является формирование комфортной городской среды. О том, какие изменения нас ждут в ближайшем будущем, какие идеи хотят воплотить в жизнь молодые архитекторы Якутии, мы поговорим сегодня с нашей гостьей, главным архитектором Намского УЛУСа Анной Марией Степановой. Здравствуйте. Добрый день. Анна, давайте начнем с такого вопроса. Насколько сегодня востребована работа архитектора и как вообще вы себя чувствуете в этом пространстве? Ведь порой говорят о том, что молодые архитекторы грешат тем, что придумывают слишком фантазийные проекты, которые невозможно реализовать. Да, верно. На самом деле тема очень актуальная и требует максимального освещения. Многие не понимают полностью про работу архитектора, и при этом и архитекторы сами не полностью посвящают о своей работе. А как вот сделать так, чтобы что-то изменилось? Начать диалог, конечно же. То есть, диалог с населением, верно? Да, верно. Обязательно нужно устанавливать и диалог между архитекторами и жителями, и вообще со всеми специалистами, так или иначе связанными с развитием городской среды. А для этого, конечно, важно устраивать определенные мероприятия, важно устраивать воркшопы. Вообще диалог — это самый главный ключ вообще к пониманию, взаимопониманию. Ну а как вы считаете, возможно наладить его или уже есть к этому какие-то шаги у нас в Якутии? Да, конечно, определенно шаги есть. Это показывает также определенные кейсы в виде реализованных проектов, в котором жители села тоже участвовали, от воркшопов до лекций. Спасибо за это Управлению архитектуры, Центру компетенций. Все-таки больше людей начинает понимать, кто такой архитектор, и при этом общаться на одном языке, находиться в одной волне. И я с уверенностью могу сказать, что первые шаги в этом есть. А как бы вы архитектора характеризовали? Архитектора? Да. Ой, ну архитектора можно по-разному характеризовать. Да, это прежде всего люди, которые в каком-то плане честолюбивые и те, кто хотят коснуться фундаментальных вещей. Архитектура — это же все-таки такое направление, которое касается всего. Это и психологии, конструкции, прям все-все-все. И, конечно же, это человек, который должен быть любознательным, и, как правило, когда я вижусь со своими коллегами, всегда они отточены в разных вопросах, всегда чем-то интересуются. Это разносторонние люди, и всегда, конечно же, это влияет на их креативное мышление. Ну вот когда архитектор трудится над своим проектом, он оценивает множество факторов, которые должны сложиться воедино. Например, это комфорт, новизна, эстетика. Вот расскажите подробнее о том, какие стадии проходит проект до воплощения в жизнь, от идеи до реализации. Да, очень хороший вопрос. Хочется, чтобы многие понимали в целом, как идет реализация проекта. Это на самом деле очень долгая история. Даже если взять с точки зрения архитектора, конечно, все начинается с технического задания. Очень важно, чтобы оно было грамотно сформулировано. И затем идет стадия создания эскизного проекта. Оттуда уже вытекает и конструктивы, и архитектурные решения, уже сама полностью проектно-сметная документация и, конечно же, реализация с надзором, чтобы наладить поставку материалов, установку их и так далее. И, конечно же, после реализации идет уже жизнь этого проекта. На эксплуатации все не заканчивается. Самое интересное как раз-таки начинается с того момента, когда здание или проект благоустройства вступает в эксплуатацию, и жители начинают пользоваться этой территорией. Но при этом есть еще и другая сторона. Это, например, могу сказать, как работник администрации, который уполномочен на то, чтобы регулировать строительные процессы с точки зрения документооборота.
То есть сначала застройщик, перед тем, как приступить к строительству, он подходит к нам за градостроительным планом земельного участка, то есть получает полную информацию про градостроительные регламенты, которые установлены на территории. И только после этого ему следует сделать проект в соответствии с этими требованиями. И уж потом начинается процедура получения разрешения на строительство и разрешения на ввод. А если еще и касаться больших проектов, прям комплексных проектов благоустройства, такие как мастер-планы, дизайн-код и так далее, то тут все гораздо многослойнее. Тут нужен прям комплексный аналитический подход. Должен быть огромный аналитический блок, должна быть работа со стейкхолдерами будущей территории, то есть интересанты. То есть это нужно разговаривать и с бизнесом, и с местными жителями, и с администрацией. Очень много на самом деле интересантов будущей территории. Вот, скажем так. И нужно всех удовлетворить запросы. Конечно, конечно. Нужно расставлять приоритеты. Для стратегии очень важно расставлять приоритеты. Важно выслушать каждую из сторон и при этом, да, все это согласовать. То есть все бы остались довольны. Ну вот облик города — это некая целостная картина или облик села. При этом города строятся не один день, и выдержать стилистику от и до, к сожалению, не получается. Вот как привести город к некому единообразию, и вообще стоит ли это делать? Тут важно понимать, что единообразие не равно однообразию. Очень важно это понимать. Многие как раз-таки часто думают, что это одно и то же. И боятся, что все станет одинаковым, максимально типовым. Это не так. Я даже против такого, потому что даже опираясь на определенные исследования, одинаковая среда, типовая, она провоцирует стресс для человека и вырабатывается кортизол. Поэтому все равно какое-то разнообразие важно. Но при этом, что значит все-таки единообразие? В чем его отличие от однообразия? Это согласованность между разными элементами, это гармония. И гармония между разными элементами — это вообще же шикарно. Да, и вот, например, возьмем вывески, которые находятся у магазинов, аптек и вообще объектов такой инфраструктуры коммерческой. Очень часто вывески конкурируют с друг другом. Это прям солянка. И часто мы видим, к сожалению, такие здания, которые выглядят как холодильники с магнитами. Такое. А тут на самом деле важно выдержать определенную стилистику и стиль. Потому что прежде всего для человека среда должна быть удобной, без лишнего визуального шума. Ну и главное, чтобы не получилось, как в «Иронии судьбы». Когда человек из Москвы отправился в Ленинград и попал ровно в такое же место. Это точно, да. Расскажите, пожалуйста, о том, чем отличается работа, скажем так, вольнонаемного архитектора от архитектора, который работает в городе либо в селе. Вот где больше можно проявить фантазию и где больше возможностей для самореализации? Или самореализация все-таки не зависит от места работы человека? И там есть место фантазии, и там есть место самореализации. Это же все-таки зависит от того, как человек хочет себя реализовать и в какую сторону он хочет раскрыть свой потенциал. Если вольный архитектор, у него более-менее понятная история, его главная цель — это делать все лучше и лучше свои проекты, все лучше и лучше свои реализации, то как раз-таки работа главного архитектора немного сложнее в том плане, что тут вступает в игру управление. Важно уметь общаться с людьми, важно уметь видеть все процессы, которые происходят в городе, и при этом уметь согласовывать представителей разных интересов, разных слоев общества. Очень важно. И тут я так скажу, что архитектор может реализовать себя в любой стезе. Он может быть таки управленцем, таки художником, таки градостроителем или объемщиком. Это все зависит от человека и от того, к чему он тяготеет. И там есть свои проблемы, которые необходимо решить, и там есть возможности, я так скажу. Ну вот комфортная городская среда — это не абстрактный термин, а уже реалия нашей с вами жизни. Вот города меняются — это факт.
Как вы видите комфортную городскую среду? Вот какой она должна быть, что нужно изменить и усовершенствовать, ну, допустим, в Намцах, вот на сегодняшний день, где вы трудитесь? Хорошо, давайте, да, посмотрим на это с точки зрения Намского района, где я работаю второй год. Я пришла к такому выводу, что комфортная городская среда — это прежде всего системность, которая нужна для удобства людей. Главная задача, которую мы должны ставить перед собой, это чтобы люди чувствовали себя комфортно. То есть, чтобы им было комфортно выходить на улицу, бегать по своим делам и так далее. И тут очень важна системность и приоритизация. Часто я сталкиваюсь с тем, что организации, администрация приходит ко мне с запросом, с таким, что в каждом сквере, в каждом парке они стремятся сделать что-то вау. А я считаю это неверным. Тут главное расставлять акцент. Нужно смотреть на город в целом, как на систему общественных пространств. И не каждое общественное пространство нуждается в таких вау-проектах? Да, не каждая нуждается в таких вау-проектах. Где-то целесообразнее как раз-таки сделать качественное, лаконичное благоустройство, и это уже будет вау. Вот лучше делать это качественно, минималистично, при этом закрывая базовые потребности, чем переборщить какими-то элементами. Важно расставлять акценты. А вот как вы относитесь к тому, что проходят онлайн-голосования за места, которые нужно изменить? Насколько важно и нужно учитывать мнение людей в этом вопросе? Я, конечно, понимаю, что важно, и хочу это от вас услышать. Вот как вы к этому относитесь в целом? Я полностью поддерживаю такие движухи, потому что горожанин, местный житель, он лучше всего знает про свою территорию, где он живет. И это уже достаточная причина, чтобы спросить у него, что он бы хотел, как бы он хотел, и учитывать это уже в проектных решениях. Но при этом, конечно же, процессы вовлечения жителей у нас должны все-таки развиваться, потому что я сейчас вижу, что голосование — это немножечко такое, скажем так... Для галочки? Да, для галочки. И это на самом деле не совсем верно. Нужно обязательно также просвещать людей. Не просто голосуйте за эту территорию, точка, а нужно именно их просвещать. Почему это важно, где это важно и так далее. Приведу самый простой пример. Я вот была в Шанхае в этом году, и там есть отдельный музей градостроительства и городского развития территорий. И этот музей представляет собой экспозицию разных проектов, которые реализуются в городе. От макетов до чертежей, от каких-то буклетов до альманахов, можно сказать. И так происходит, что туда приходят местные жители, гуляют по этому музею и знакомятся с городом, в какую сторону он развивается, какие проекты предусмотрены и так далее. Мне кажется, что это очень хорошая прямо тема, потому что так житель, во-первых, узнает, что происходит в его городе, и он просвещается. И при этом это возможность для администрации, архитекторов посвящать свою работу. Это тоже довольно продуктивный и эффективный формат диалога. А какой из реализованных проектов в Якутии по комфортной городской среде нравится лично вам? И почему? Именно по комфортной городской среде? Ну, можно в целом, я думаю. В целом. В целом, ну как сказать, ну на самом деле у меня первое, что приходит в голову, это, конечно же, местность Кулаты в Хангалатском районе. Мне нравится этот проект тем, что тонко поработали с идентичностью территории. Мне нравится дизайн, который там разработали и реализовали, лаконичность и близость к природе. А касательно конкретно комфортной городской среды, скажем так, наверное, я могу дать оценку в целом того, как все реализовано. Я очень довольна тем, что архитекторы все-таки благодаря такой программе повысили свои компетенции. Я довольна тем, что со стороны администрации, бизнеса и так далее появилось больше запроса на комфортную городскую среду. И я вижу в этом еще следующий этап развития, который, я думаю, мы вскоре увидим, через много лет.
И в целом я вижу, что есть эффекты, именно в первую очередь в компетенциях, и при этом же есть вопросы по качеству реализации, потому что, например, в нашем районе есть несколько проектов. Это центральная набережная в селе Намцы, это набережная озера Мавра в селе Апаны. Как бы хороший проект, очень классно встраивается в городскую ткань, но при этом все равно есть такие вопросы, которые, я думаю, что в будущем нужно будет учитывать обязательно и дорабатывать. Мгм. А какой город России вас вдохновляет вот больше всего на создание проектов? Возможно, комфортная городская среда в целом там очень хорошая. Вот какой можно пример привести? У меня нету фаворита, но я бы сказала, что я знаю несколько городов, у которых стоит поучиться. Я вообще считаю, что города должны учиться друг у друга, у каждого свой опыт реально, и у каждого своя система. Например, город Нальчик. Там архитекторы идут таким интересным путем, получается, то, что они минимизируют, они экономят свой бюджет и при этом реализуют много проектов. То Ну, есть, маленьких. да, но маленьких. Ну, то есть они, например, у них есть вот 7 миллионов, получается, бюджета, допустим. Они вместо того, чтобы сделать один проект, они делают два. И когда ты находишься в этом городе, вроде бы там все так скромненько, лаконичненько, но везде ты чувствуешь вот это удобство. И это благодаря такому тиражированию довольно эффективному. Или возьмем город Казань. Там очень хорошо продвинулись ребята, наши коллеги из Татарстана, тем, что они хорошо наладили систему управления, систему эксплуатации пространств. То есть они не только взяли и построили, но еще и подумали над тем, как содержать территорию. Или возьмем, опять же, знаменитый город Дербент, благодаря своему мастер-плану. Там я увидела очень интересный и тонкий подход при работе с идентичностью. Это старейший город в стране считается. И там мои коллеги, получается, работают путем нулевого благоустройства. Это как? То есть это благоустройство, которое незаметно. То есть это благоустройство, когда как будто так было много лет. И это очень круто. То есть сохраняется вот эта Идентичность. да, идентичность, историческое наследие, но при этом тебе удобно. Нету чего-то там супер прям такого новомодного, яркого. Они к этому не стремятся. Они пошли по принципу нулевого благоустройства. Вообще это любовь. А вообще какие тенденции сегодня существуют в градостроительстве? Есть ли они вообще и как мы им следуем? Да, тенденции определенные, конечно же, есть, и многие из них держатся вот уже несколько лет на самом деле. Это полицентричность города, то есть как? когда многие города изначально развивались по такому принципу, что есть центр и есть периферия. Сейчас многие пересмотрели этот формат развития городов и пошли в сторону полицентричности, когда есть несколько центров внутри города, и поэтому исчезает вот эта разница большая между периферией и центром. Это также концепция 15-минутного города, когда в 15 минутах ходьбы все должно быть доступно, любая инфраструктура для жителя. И это как бы две истории теперь, и они очень хорошо друг с другом как бы согласовываются. При этом есть еще такой классный тренд на квартальную застройку. Если раньше застройщики повсюду строили рыхлую микрорайонную застройку с непонятными дворами, пустующими территориями, но при этом с огромной плотностью, то есть сейчас все идет к более компактной форме, именно квартальной застройки. И там, конечно, история дворовых территорий может сыграть совершенно другими красками, и это будет гораздо комфортнее для жителей. В целом это основные как бы тренды, и, конечно же, самый главный принцип, о котором сейчас говорят, это принципы устойчивого развития. Это когда, например, берут сквер, там не просто сейчас делают озеленение на лето, условно, но также думают про круглогодичный сценарий. Это очень актуально для Якутии. Нам очень важно, чтобы наши общественные пространства также были доступны и удобны для нас зимой. Вот это принцип устойчивого развития территорий.
Ну вот порой бывает, что решения архитекторов критикуют, говорят, мол, некрасиво, хотя мы с вами прекрасно понимаем о том, что это в целом дело вкуса. Мгм. Зачастую просто как бы художника не сразу понимают. Вот как вы к этому относитесь? Не опускаются ли руки, когда, допустим, бывает какая-то критика в адрес какого-то проекта, например, либо вас? Художника может обидеть каждый. Да. Но это на самом деле не про архитектора, потому что я на самом деле... Тут зависит от того, кто дает эту оценку. Например, если ко мне приходит предприниматель с проектом магазина и говорит, что вот хочу красный, такой яркий салатовый цвет, это красиво, так веселее, я так хочу. Я такая нет, я не могу это воспринимать всерьез. Или вот когда часто, обожаю, когда застройщики приходят там с проектом детских садов на согласование, и там представляют приличные варианты, но при этом обязательно есть второй или третий вариант, когда там эти пиксельные, розовые, оранжевые пятна, и они говорят, что, мол, так веселее, там же дети и так далее. Я не могу воспринимать всерьез такую оценку, потому что это говорит о недостаточной компетентности, о визуальном шуме, о теории цвета. Это все-таки имеет такое психологическое влияние, и это важно учитывать. Очень важно тут прислушиваться на самом деле к архитекторам. Зря они это игнорируют на самом Плохого деле. не посоветуют, да? Да, и при этом я люблю слушать оценку от своих коллег, потому что вот, допустим, они укажут мне на какие-то минусы в проекте, я только за, я готова к дискуссии, обсуждать, как можно сделать иначе и так далее. И при этом, не знаю, у меня не опускаются руки по такому поводу, потому что когда ты нацелен, во-первых, на развитие, во-вторых, когда ты понимаешь свои компетенции, и в-третьих, когда у тебя есть поддержка от профессионального сообщества, у тебя, в принципе, не могут опуститься руки. Ну вот как раз к слову о профессиональном сообществе. Вы являетесь финалисткой отбора пятого потока программы «Архитекторы РФ». Вот расскажите подробнее об этом проекте и как вообще дела там обстоят, чему научились, что новое узнали. Да, это программа, которая создана благодаря Минстрою России и Дом РФ по инициативе Виталия Мутко. Программа идет уже 5-й год. Я являюсь частью 5-го юбилейного потока, и программа очень важна по следующим причинам. Во-первых, это про развитие территории, то есть там проводятся разные образовательные экскурсии. То есть, например, в этом году, за весь этот учебный год, мы были в больше 100 образовательных экскурсий у нас было, больше 50 лекций от разных экспертов разного профиля. И самое главное, это, конечно же, знакомство. То есть отбирают в программу не только архитекторов. Очень, прям, считаю важным плюсом этой программы. Там приглашают специалистов разных направлений, так или иначе связанных с городским развитием. Я там познакомилась с эконом-географами, с другими главными архитекторами регионов, с главами муниципальных районов, с главами мэров, советников, с подрядчиками, с застройщиками, с экономистами и так далее. То есть все так или иначе связаны с городской средой, и мне так отрадно было видеть, что столько разных людей заинтересованы и что-то делают во благо развития комфорта среды. Ну да, действительно, для людей творческих, да и для людей в целом очень важно развитие вот, и проектная деятельность в частности. Насколько сегодня в Якутии профессиональное сообщество архитекторов готово к сотрудничеству? Вот насколько вы чувствуете поддержку коллег? А какого рода сотрудничество вы имеете в виду? Может быть, какие-то коллаборации, совместные проекты, либо, вот как вы говорите, критика, которая конструктивная. Ага, да. Но на самом деле я успела проявить несколько раз инициативу в сторону сообщества местных архитекторов. Первый раз я весной организовала кинопоказ документального фильма про финского архитектора Алвара Алта.
Многие пришли, мы посмотрели, вдохновились, пообщались, и это было очень классно. Мне, например, хотелось бы больше устраивать таких неформальных мероприятий, потому что это, ну, на самом деле, главный, базовый элемент для начала диалога между собой и с другими людьми. И при этом вот, было проведено несколько мероприятий благодаря Управлению архитектуры и Центру компетенций. Там я тоже участвовала, была в качестве модератора выступлений и так далее. То есть местные архитекторы готовы к сотрудничеству, и это меня очень радует. Вот расскажите, пожалуйста, подробнее о проекте «Лето». Кто может войти в это сообщество и какие задачи в целом стоят перед молодыми архитекторами сегодня? Вот что ставится во главу угла? Ну, «Лето» — это все-таки Центр компетенций, это институция, которая занимается, курирует разного формата мероприятий и проектов по развитию городской среды. Про сообщество могу сказать, что я бы не сказала, что есть прям какое-то точно сформированное сообщество. У нас это разве что, наверное, Совет архитекторов Якутии пока что. А вот молодое поколение пока что не консолидировалось до такой степени, но я думаю, что мы рано или поздно к этому придем, потому что мы все равно плюс-минус друг с другом общаемся, если что, просим фидбэка у своих проектов, делимся своим опытом. Ну, по крайней мере, я стараюсь со всеми общаться и хотела бы, чтобы эта культура тесного сотрудничества и диалога, она была развита до предела. Будем надеяться. Ну вот расскажите, пожалуйста, наверное, у каждого творческого человека есть любимый проект, в который было вложено очень много сил. Расскажите, какой он ваш любимый проект? Именно мой проект, Да. Получается. Так. Сложно сказать. Все любимые, да? Сложно сказать. Но я же успела поработать как в Москве, так и в Улан-Удэ. И, наверное, я все-таки скажу, что мой самый любимый, прям от души проект — это моя дипломная работа все-таки, потому что это был проект школы, где я использовала материал дерева и максимально соприкоснулась со своим внутренним чутьем с точки зрения носителя якутской культуры. И для меня этот проект именно близок тем, и нежно я к нему просто отношусь благодаря тому, что это проект про мое внутреннее чутье, про доверие к своей интуиции, про внутренний диалог с самим собой. То есть это проект, где я себя максимально, наверное, проявила как архитектор. Вот. А вот насчет реализации пока сложно сказать. Ну, то есть я, например, там участвовала чуть-чуть в проекте ГЭС-2 в Москве, в пространстве своды, участвовала в некоторых проектах благоустройства, и к каждому из них я испытываю теплые чувства, но все-таки топ-1 для меня — это мой дипломный проект. А над какими проектами вы сейчас трудитесь? Вот какой из них является сложным, на ваш взгляд? И в целом, как вы оцениваете изменения, которые произошли с вами за последние несколько лет? Вот вы сказали, вы 2 года работаете в Намском районе. Второй год, точнее. Второй год. Да. Больше года я работаю главным архитектором, и на самом деле такая маленький срок для такой работы, потому что только плюс-минус разобралась, что вообще происходит, какие процессы идут, у кого какие желания, у кого какие проблемы. Населенных пунктов много, и вот целый район все-таки. И, пожалуй, у нас есть несколько проектов, которые сейчас идут в разработке. Некоторые на стадии эскиза, некоторые на стадии ПСД. Вот в следующем году мы планируем участвовать во всероссийском конкурсе как раз-таки вот лучших практик комфортной городской среды. Очень надеюсь, что получится. Готовились целый год. Также у нас разрабатывается мастер-план Намской агломерации из 3 наслегов, получается. Тут я столкнулась со сложностью, конечно. Вообще в республике практика разработки мастер-планов идет прям семимильными шагами. Вообще, конечно, местные мои коллеги вообще молодцы, я ими восхищаюсь максимально. Они не стали надеяться на чужие, скажем так, компетенции, они решили наращивать внутри себя кадры, и это очень круто. Но вот я столкнулась с такой вот сложностью у себя на работе, то что
Мне было сложно настроить диалог между администрацией и разработчиками мастер-плана. Мне было сложно систематизировать у себя в голове всю информацию, а это не только архитектурная часть, но и экономическая. В общем, вроде бы, ну, с горем пополам все-таки проект сделали, дорабатываем последние штрихи. Я рада, что все-таки что-то получилось, и при этом вот такие трудности для меня являются опытом, который хотелось бы уже, да, учитывать в следующий раз. А какой основной запрос есть у жителей района? Вот чего они хотят? Жители района, в целом, жители района, к сожалению, не так часто ко мне подходят. Конечно же, они просят больше всего площадки, Детские, да, спортивные игровые комплексы, места для отдыха, павильоны, теплые остановки. То есть именно вот самые базовые свои потребности хотят удовлетворить, и нужно двигаться в эту сторону. Я полностью с ними согласна. И стараюсь сейчас, когда ко мне подходят разные организации, администрации с таким запросом: вот мы здесь хотим сделать то-то, то-то, нам нужен огонь-проект. Я такая: стоп, ребят, давайте подумаем, что нужно жителям. Давайте не будем просто ставить какие-то баннеры. Это на самом деле никому не нужно. Это для вас, ну, для вас, возможно, нужно, но не для жителей. И давайте подумаем, что им нужно. Им нужна хотя какая-то детская площадка, им нужны качели, скамейки. Им нужно же проводить здесь время. Вот так и идет у меня сейчас работа, то есть я максимально сейчас стараюсь помогать формулировкой запроса. Ну вот расскажите, пожалуйста, как молодому архитектору найти себя и вообще, как сказать, попасть в это сообщество, реализоваться и чувствовать себя очень комфортно во всем этом вопросе, деле? Ага, но самое важное все-таки это быть открытым. Архитектура — это вообще такое направление. Тут требуется очень много компетенций. То есть, чтобы все-таки состояться как архитектор, должно пройти много лет. Но это не значит, что нужно бить баклужи в юные годы. Важно общаться с представителями профсообщества, не бояться к ним подходить, потому что это все-таки архитекторы — это представители творческих профессий, и это, как правило, люди открытые. Они всегда с большим интересом слушают про идеи разные, инициативы, не боятся их, не боятся высказываться, не боятся браться за новые проекты, особенно за первые проекты. Нужно набивать шишек в голове, нужно общаться с более старшим поколением, и если что, тоже делать свои мероприятия, создавать свои внутренние сообщества. Рано или поздно это приведет к такой консолидации, и мы все будем Счастливы, да? счастливы сотрудничать. А как вы считаете, вообще в целом есть в вашей стезе кадровый голод или нет? Есть, Почему? конечно. А как его удовлетворить? Это же проблема всей страны. Я часто общалась по этому поводу со своими коллегами из разных регионов. Для всех это большая боль, именно вот кадровый голод, особенно в администрациях. Тут на самом деле много факторов. Это и про рабочие условия, это и про нагрузку, которая не соответствует количеству рабочих часов на человека, скажем так. Это и про бюджет. Часто не хватает бюджета на то, чтобы обеспечить кадры. Это еще и не до конца. Некоторые все-таки управляющие структуры администрации не понимают важность, например, необходимости градостроительной политики, не понимают часто важности работать над тем, чтобы наращивать кадры градостроителей. Все-таки градостроительство — это база, это холст, где намечаются точки развития любого города и поселения. Это, сложный вопрос на самом деле. Тут нужно разговаривать и разговаривать, и вещать. И да, хотелось бы, чтобы все-таки было больше людей привлечено в это дело, особенно в муниципальной службе. Тогда дело пойдет.
Да, должно пойти. Маленькими шагами, но должно сейчас пойти. Да, сейчас пока что, если честно, не такие прям шаги. Хотелось бы побольше шагов. Ну, будем надеяться. Я благодарю вас за интересную беседу. Желаю вам успехов в 2024 году, реализации интересных, самобытных и прекрасных проектов. На этом выпуск нашей программы подошел к концу. Меня зовут Яна Бабаева. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.